Доброе утро. Эллада не дает забыть про себя. И, как вы, наверное, уже догадались, речь пойдет именно о ней в нашем сегодняшнем репортаже. Сюжет в 3 частях и называется «Первого спасения Эллады», то есть сплошные библейские сюжеты или древнегреческие. В Эрнесто Хемингуэя замечательный рассказ «Недолгое счастье» Фрэнсиса Маккомбера, герой которого ценой невероятных усилий потери жены сумел избавиться от страха, однако триумф его был недолг. Судьба спасенных от казни вместе с Сыном Божьим преступников также была печальна и недолгой. Все эти сюжеты, похоже, ожидают многострадальные и во многом виноваты во всех нынешних неприятностях Грецию, которую нынче принялись спасать всей Европой. Вчера правящему большинству Греции удалось принять в парламенте план 28 миллиардов на сокращение бюджетных расходов, несмотря на активные протесты оппозиции и настоящие уличные бои, развернувшись на улицах Афин. Собственно, решение парламента позволит стране получить очередной тираж МВФ и Евросоюза, избежать дефолта и решит это новую программу международной финансовой поддержки. Но население явно не собирается прекращать протесты против политики затягивания поясов. Это понятное дело. За время членства в Евросоюзе реки избаловались и, пользуясь дешевизной тамошних кредитов, отнюдь не старались наращивать производительность труда. Население считает не только бесполезной эту политику, но и направлено на дальнейшее обнищание Греции и греков за счет обогащения кредиторов. Напомним, принятый законопроект предлагает, что Греция сократит бюджетные расходы на 28,4 миллиарда евро до 2015 года. Это около 12% ВВП страны. Для этого в стране придется снова сократить рабочие места, урезать зарплаты и пенсии, заморозить социальные программы и ввести специальный кризисный налог 1,5% от дохода. Но, в первую очередь, распродать часть государственных активов иностранным компаниям. Планируется, что приватизация принесет в бюджет около 50 миллиардов евро. Правительство собирается продать ряд лучших государственных активов, в частности, снизить долю прибыльной электрической монополии PPC с 51 до 34%. По подсчетам местной прессы, эти меры обойдутся ежегодно средней греческой семье примерно месячный доход. Также ожидается резкий рост налогов на солярку, который пользуется для отопления большинства греческих семей. Под сокращение, между тем, попадут 150 тысяч дармоедов госслужащих, средняя зарплата которой составляет 2500 евро в месяц. Без того беспрецедентно высокая безработица, она уже достигла 50% среди молодежи, увеличится. Правительство Греции обеспечило прохождение законопроекта в своем парламенте заранее. За проголосовали все депутаты правящего социалистического движения ПАСОК, кроме одного, то есть 154 законодателя из 300. К ним присоединился один оппозиционный депутат из небольшой фракции «Демократический союз». Не поддержали план правоцентристы, коммунисты, леворадикалы и националисты. 138 парламентариев из 300. Голосование в греческом парламенте проходило на фоне всеобщей 48-часовой забастовки. Первой после революции 1974 года, начавшейся накануне. В ней приняли участие жители 65 городов страны. На работу не вышли школьные учителя, преподаватели университетов, журналисты, даже врачи скорой помощи. Кроме того, отказались работать водители общественного транспорта и авиадиспетчера. Последние заранее объявили о том, что в течение 2 дней будут отсутствовать на своих рабочих местах с 8 до 12 и с 18 до 22 часов по местному времени. Вчера накал страстей в Афинах достиг своего апофигея, как в здании парламента, так и на площади перед ним, и на близлежащих улицах. Десятки тысяч человек вышли на улицы выразить свой протест против плана спасения в рамках 2-дневной забастовки профсоюзов. Манифестация вылилась в настоящие уличные бои между полицией и радикально настроенными анархистами. Стало быть, в Афинах проходят массовые протесты недовольных программой жесткой экономии жителей страны. В среду участники демонстрации начали кидать бутылки с молотовским коктейлем, зажатой смесью в машины, пытались прорваться в здание парламента. Полиция арестовала несколько человек, бросавших камни, и применила средоточивый газ во время операции по разгону демонстрантов у здания парламента. Накануне протестующие окружили здание парламента, пытаясь не пустить в него депутатов. Полиции пришлось применить против них
слезоточивый газ. В ходе столкновений были ранены 37 полицейских и более 40 протестующих. Судя по всему, сегодня, 30 июня, акция продолжится. Парламент пройдет окончательное голосование по реформам, необходимым для реализации этого плана.